без ощутимых потерь собственными силами справиться со вспышкой нодулярного дерматита среди крупного рогатого скота. Провели массовую вакцинацию животных. Учитывая опыт прошлого года, когда недуг затронул почти все хозяйства республики, то в этом году управление приняло серьезные меры, чтобы эпидемия не повторилась вновь. В этом году мы еще, в прошлом году, зная ситуацию, мы в прошлом году побеспокоились, завезли в полном объеме вакцину с ветеринарии города Москвы и начали заранее еще где-то с конца февраля, с начала марта провели полную вакцинацию против нодулярного дерматита. Вот эти вакцинации, которые мы проводили, и те работы, остальные работы, которые мы проводили, нам как раз и дало возможность обеспечить благополучие по нодулярному дерматиту. Помимо прочего, вакцинацию провели и от других заболеваний, таких как бруцеллез или птичий грипп, который еще в начале года вспыхивал в хозяйствах соседних регионов. Согласно плану, который был намечен на прошедшее полугодие, работа управлением выполнена на 90%. Только за прошедший год введено в эксплуатацию 8 ветучастков. Но и это не все. Нам сейчас навстречу идут и главы муниципальных администраций и Сундинского района, и города Назрани, и Назрани, Малгобекского района. Вот, мы сейчас в Карабулаке дополнительно место установили вагончик для ветучастка. Мы в Нестеровском тоже установили вагончик. В Карабулаке построена раскола. Сейчас надо отдать должное внимание и главам администрации. Они сейчас понимают всю ситуацию. Планов на ближайшее время у ветуправления много. В скором времени будут вводиться новые программы контроля в электронном формате. Это тот же «Меркурий». Теперь все ветеринарные сопроводительные документы будут храниться в электронном формате, что позволит упростить поиск в общем реестре. Ну и ранее в республике не было специализированной ветеринарной лаборатории, которая бы занималась аккредитацией. То в Ростовскую, то в Ставропольскую край, то в Владимир, пробы вывозим туда исследования. Но мы сейчас мы идем, занимаемся аккредитацией, мы составили план. Вот согласно плану мы сейчас ведем в Сундинском на базе велосипедской сейчас создали мы межрайонную лабораторию, и на базе межрайонной лаборатории мы ведем аккредитацию. В ближайшее время начнется подготовка к очередной вакцинации скота от различных заболеваний, которая планово проводится дважды в год. Мария Мистоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.